Менә физика гомумән бик кызык фән инде ул. Физика нәрсә турында сөйли, нәрсәләрне өйрәнә. Гомумән шушы тирә-юньне, галәмне бәләкәй, безнең бит инде галәм бәләкәй кисәчекләрдән һәм зур астрономик зур объектлардан тора. Вот. Урысчага күчсәм ярыйдыр инде, әйеме? Вот. Получается, у нас вся Вселенная состоит из материи, да? Вот что такое материя? Это то, что мы осязаем. Вот. Материя бывает в каких видах? В газообразном, жидком, твердом, плазма, вот огонь, который говорит плазма. И оказывается еще пятое состояние материи, это в недрах черных дыр. Черные дыра. Это в центрах галактик. Наша галактика Млечный Путь, там огромное скопление массы, и там оказывается материя вот в этом пятом состоянии находится. Вот. Если начать копаться вглубь материи, оказывается, что мы там находим? Оказывается, все состоит из атомов и молекул. Это мы знаем из школьной физики. А атом, что это такое? Оказывается, изучили ученые, атом это не что иное, как ядро, в центре находится, как Солнце, наша планетарная система, и вокруг вращается электрон. Тоже наша Солнечная система расположена, тоже устроена таким же образом. То же самое и галактики, таким же образом. Но ученые говорят, это гипотеза, правда, говорят, что наша Вселенная, когда вообще появилась, образовалась, это пока вот как физики подтверждают, это в Коране тоже сказано об этом. Оказывается, был большой взрыв. В результате большого взрыва, значит, если большой взрыв, у него есть центр, образовалась вся наша большая Вселенная. И образовались такие частицы, как атом, электрон, протон, нейтрон, все эти и кварки, все эти элементарные частицы, их огромное количество, оказывается, в физике уже определили. Вот они все появились в результате большого взрыва. Вот. Это с точки зрения физиков. Потом, что оказывается, атом в ядре протон и нейтрон, а вокруг вращается электрон. Вот сейчас ученые дошли до того, что начали углубляться еще глубже. А что такое протон, электрон, нейтрон? Оказывается, это протон положительно заряженный заряд. Из чего это состоит? Вот если мы начинаем разбирать что-то, вот, если берем какой-то камень, да, начинаем ломать его, дробить, получаются мелкие частицы. То же самое ученые потихоньку ломают всю эту вот материю. И выяснилось, оказывается, эти протоны, все эти элементарные частицы тоже состоят из каких-то элементарных частиц, оказывается. Вот эти вот элементарные частицы, оказывается, они еще обладают массой. Вот. И раз масса есть, значит есть тяжесть. Раз масса есть, оказывается, и говорят, что в результате большого взрыва образовалось гравитационное взаимодействие. Вот это вот в физике есть основные вот Коръәннең нигезләре бар бит инде. Һәрбер фәннең төп фундаменталь нигез дип атыйбыз нәрсәләр. Оказывается, у любой науки, у физики есть фундаментальные вещи. Вот как открыли ученые. Что это за фундаменты? Это, оказывается, фундаментальное взаимодействие. А что такое взаимодействие? Значит, должно быть два объекта. Один объект и второй объект. Значит, эти два объекта взаимодействуют друг с другом. Вот самое первое, оказывается, взаимодействие, как говорят ученые, это гравитационное взаимодействие. Вот под действием гравитационного взаимодействия, оказывается, все тела притягиваются. К Земле мы притягиваемся. К Солнцу Земля притягивается. К Земле Луна тоже притягивается. Вот. Все это есть, это то, что было, это при создании Вселенной.
Это есть, просто люди открыли. Вот Аллах Тағала жиберген аларга хикмет, мәгълүмат, акыл берген, шул акыл белән алар шул булган нәрсәләргә без галимнәр төшенәләр генә икән. Булган әйберләрне ачалар гына. Алар булган уже. Biz яшәгәнгә кадәр без булганмы, булмаганмы, бәлки җир шарында булмагандыр. Аның шул нәрсәләр булган инде барсы да. Вот. Оказывается, по утверждению ученых, говорят, что вся наша Вселенная пронизана вот этим полем гравитационным. Вот. Второе взаимодействие. Это вот фундамент физики. А второе взаимодействие, оказывается, это электромагнитное взаимодействие. Вот электрический ток же есть, пользуемся электрическим током. А каким образом возникает ток? Мы знаем, оказывается, есть электроны, они начинают двигаться упорядоченно. Как мы берем ведро и с ведром тащим из реки воду в бочку, емкость какую-то заполняем, да? Заполняем. Также каждый электрон, оказывается, тащит с собой энергию, переносит энергию. Они являются носителями энергии. Вот энергии электрического тока. И таким образом электрический ток может совершать работу. Вот. Получается, вот эти электроны, оказывается, они обладают полем. Назвали ученые электрические поле. Это школьный материал, в общем-то. А протон, который находится в ядре, оказывается, обладает положительным зарядом. Вот они, два положительные, один положительный и один отрицательный заряд, они между собой притягиваются. А отрицательный отталкиваются. Вот. Они взаимодействуют друг с другом. Взаимодействуют, притягиваются или отталкиваются. Вот это второе взаимодействие, оказывается. Вот когда электрон двигается по проводнику, возникает магнитное поле. Есть северное поле, есть южное поле. Вот. Земля тоже имеет магнитное поле. Космос отклоняется. То есть компас отклоняется, да? Вот в магнитных полях. И получается, поэтому его назвали электромагнитное взаимодействие. Потому что вот если взять магниты, они же притягиваются и отталкиваются. Вот. И третье взаимодействие, вот эти вот два взаимодействия, они основные назвали это дальнего действия. У них дальность действия до бесконечности оказывается. То есть вот на дальние расстояния они действуют. Потому что наша галактика, центр нашей галактики находится на огромном расстоянии. Несмотря на это, наша Солнечная система вращается вокруг центра нашей галактики. Значит, есть силы, которые действуют, притягивают. И остальные два, это получается слабые и сильные взаимодействия. Слабые и сильные взаимодействия, оказывается, это непосредственно в недрах ядер. Это об этом чуть в конце уж буду говорить. Ну и еще вкратце о структуре предмета. Что же придумали, что открыли ученые, вот люди, ученые, вот в области физики. Есть механика раздел. Это есть классическая ньютоновская механика. Это еще Ньютон, Галилей. Это Галилей, ньютоновская механика называется. Вот они объясняют все то, что как планеты двигаются вокруг своих орбит. Потом объясняют, каким же образом все это тела притягивается. Почему, когда мы на предмет действуем, почему она двигается? Вот все это вот, какие силы есть, какая энергия есть, какие поля есть, вот все это вот объясняется о гравитационном поле имеется в виду механика. Вот механика раздел об этом изучает. И еще колебания механических тел. Если взять какой-нибудь предмет, вынести равновесие, то она начинает, вот маятники, часы имеют же маятник, вот они маятники качаются. Вот это тоже изучает механика, колебательные движения, оказывается. Ну и второй раздел это молекулярная физика, термодинамика. Этот раздел изучает уже атомы, молекулы, их размеры, масса,
каким образом, если они каким образом взаимодействуют, это уже химия пошла, другая область науки. А тут размеры, каким образом они взаимодействуют, как они двигаются, при ударении с поверхности, что они создают. Оказывается, при ударении с поверхностью вот молекулы воздуха оказывают давление. Вот молекулы воздуха, вода, когда мы погружаемся под воду, на нас оказывает давление. Вот все это изучает молекулярная физика, термодинамика. И еще тепловые движения. Тепло как двигается. Оказывается, это тепло можно использовать. Есть скрытое тепло. Вот нефть, газ, когда они горят, выделяется тепло. Объясняется, что же это такое тепло. Тепло – это не что иное, как скорость движения молекул. С увеличением вот этих молекул, мельчайших частиц, оказывается, увеличивается, нам кажется, что увеличивается температура. Вот. Об этом говорит вот этот второй. Третий раздел – это оптика. Оптика говорит о том, вот свет от солнца идет, от светила идет, от лампочки свет идет. Что это такое свет? Вот ученые говорят, что это электромагнитное излучение, опять-таки. Оказывается, когда она падает на растение, она там совершает какую-то работу, химическую работу, биохимический, биосинтез, биологлар, биосинтез. Оказывается, он совершает работу, преобразовывает молекулы. Таким образом, растения растут, деревья растут, и создается, скапливается углеводород. То есть углерод в одном месте скапливается. Вот. Это тоже оптика, явление оптики. И потом много чего там, я уж вкратце говорю. Оказывается, то, что мы видим, вот видимый диапазон, это узкий диапазон электромагнитных волн, оказывается. Очень узкий диапазон, а огромный диапазон, начиная от механических волн, заканчивается гамма-излучением, высокочастотное излучение. Это все электромагнитная волна. Оптика тоже является как бы, вот свет является электромагнитным излучением. И каким образом свет отражается от зеркала, когда в воду входит или через стекло проникает, каким образом через стекло проникает, что происходит при проникновении света через стекло. Оказывается, она не прямо двигается, а преломляется, меняет свое направление. Вот это вот изучено. Тоже много вот таких интересных вещей. Вторая, это третий, четвертый уже, квантовая физика. Квант – это частица, изучает движение вот этих маленьких частиц квантов. И атомная физика. Атомная физика изучает строение атома. Вот Бор, Резерфорд, ученые американские, открыли строение атома, оказывается. Как уже ранее говорил, планетарная система. Ядро, вокруг ядра, как наша Земля вращается вокруг Солнца, электроны вращаются вокруг, оказывается, ядра, вокруг тяжелого ядра. Солнце у нас самый тяжелый, а планеты очень легкие по сравнению с Солнцем. Где-то 98% массы нашей Солнечной системы, говорят, сконцентрировано, собрано в недрах Солнца. Вот. Поэтому тяжелый всегда находится в середине, а легкий вращается вокруг тяжелого. Вот. Вот это вот ньютоновская механика, галилеевская механика, вот ученые утверждают, что объясняет движение планет по окружности. Вообще они двигаются не по идеальной окружности, оказывается, двигаются по эллипсу еще. Эллипс – это вот такой вот продолговатый круг, длинный такой круг. Из геометрии знаете, наверное. Ну вот, атомная физика, изучение
атомная физика что изучает? Атомы. И вот результат изучения в области атомной физики дало возможность использования атомной энергии. Атомная энергия, оказывается, вот атомы, тяжелые металлы, так называемые, они, оказывается, распадаться могут. При распаде, оказывается, выделяет огромное количество энергии. Вот такие вот интересные вещи очень много. Сейчас вот перейду, наверное, каким же образом ученые и точных наук, естественных наук, и ученые Корана в области изучения Корана, каким же образом открыли вот связь науки, конкретно физики, и Корана. Вот. Оказывается, все то, что ученые до этого времени открывали, оказывается, эта информация уже была записана в Коране. А каким образом? Вот начнем с возникновения Вселенной. Я уже вкратце начал, да? Оказывается, Вселенная у нас возникла в результате большого взрыва, мы говорим, да? А вот тут в этом учебнике вот такая книга, очень красиво оформлена, цветной. Тут не только в области математики, физики, в разных областях собрана информация, изучены материалы естественных наук. Конечно же, тот, кто не знает Коран, тот не сможет их сравнивать. Тут надо быть ученым и в области точных наук, и в области ислама, Корана. То есть Коран нужно хорошо знать, разбираться, нужно его понимать, и знать нужно научные дисциплины. Вот результат какой получилось. Вот. Тут написано Коран сура Скотерлек сюресе, 6 сура, 101 аят. Вот тут на русском языке из перевода Прохоровой взято. Из перевода Прохоровой. Он тот, кто создал небеса и землю из небытия. Из небытия написано. Значит, до этого ничего не было. И согласно вот этому аяту, получается, вся наша Вселенная, и Земля в том числе, и мы, все, что есть, созданы из небытия. Вот, а как говорят современные ученые в этом отношении? Говорят, что действительно был большой взрыв. До этого большого взрыва абсолютно ничего не было. Ни пространства. Пространство, что такое, понятно. Наверное, пространство – это вот объем, имеет размеры. 3 размера, да? Если это куб, есть длина, ширина и высота. Значит, есть объем. Если есть объем, это есть вот пространство. Получается, не было этого пространства, не было времени, абсолютно ничего не было. Ни материи, ни гравитационного поля, ни электрического поля, ничего не было. Вот физики, астрофизики и в области квантовой физики ученые говорят, что действительно до большого взрыва ничего не было. Говорят, что вот эта наша Вселенная был какой-то сгусток энергии, и размеры это все предположительно, конечно, якобы размеры вот этого ядра, какой-то точки, она имела размер атома. Вот размер атома мы представляем, что из себя представляет. Это размеры исчисляются в ангстромах. А ангстром это 10 минус 10 степени метр. Если 1 метр разделить на сколько? На 1000, получаем 1 миллиметр. Если 1 миллиметр разделить на 1000,
мы получаем 1 микрон. Если 1 микрон разделить на 1000, мы получаем 1 нанометр. Это минус 9 степени. И еще вот этот 1 нанометр разделить надо еще на 10 частей. Представляете, вот это вот такой размер. Якобы вот меньше этого даже размера имел вот эта наша Вселенная до большого взрыва, вот как они говорят, и скорее всего, по их мнению, дал эту команду, чтобы она начала расширяться. Вот есть такие мнения. Ну, есть атеисты, конечно, потому что среди людей есть разные люди, разные люди, разные мнения. У разных ученых разные мнения. Но в основном вот бытует вообще среди ученых вот такое мнение. Потому что это возникновение Вселенной в результате большого взрыва, это общепризнано среди физиков, астрофизиков. Это уже общепринято. Они уже приняли, ученые. Значит, так оно и есть. Значит, причиной является Всевышний. Как говорят, Аллах Тааля или Бог говорят, вот, каждый по-своему говорит. Вот. Так, дальше. Ну вот, получается, Коран был написан 14 веков тому назад. Вот этой информации уже там было. Хотя 14 веков тому назад вообще наука не была на таком уровне. Вообще ничего такого подобного тогда люди и не знали, и, по мнению ученых, и знать не могли. Вот, вот такое мнение бытует насчет вот астрофизики, физики пришли к такому мнению. Это, в общем-то, я вот в новостях передавали, в свое время римский католический церковь, Папа Римский, долго не признавал, оказывается, вот это утверждение ученых. В конце концов, говорят, и они, Папа Римский якобы принял. Вот мнение ученых взял к вниманию и согласился с тем, что наша Вселенная якобы образовалась в результате большого взрыва. Вот христианский мир тоже согласился, оказывается. А в Коране это было уже написано давно, получается. Так, и второе. Раз Вселенная возникает, значит, всегда, когда что-то взрывается, обычно вот показывает процесс взрыва замедленной съемки, да? Когда что-то взрывается, он расширяется также, расширяется, и получается, расширяется с ускорением, то есть скорость увеличивается. Каждую секунду скорость увеличивается. Вот. И тут второе расширение Вселенной. Вот это расширение Вселенной учеными-физиками, астрофизиками тоже изучено, и специалистами в области Корана тоже, оказывается, изучено, найдено аят, сура и аят в Коране и приведен в виде вот примера. Это сура, 51 сура, называется «Рассеивающие», «Зариет», «Оталайнду». Вот. Если его прочесть, вот, гласит таким образом: мы воздвигли небо своим державием, и ведь мы расширяющие его. Написано. Вот. Во-первых, небо воздвигли, это получается, вся это имеет пространство. Мы говорили, вот наше небо, это тоже есть пространство.
это небо над нашей головой, где атмосфера есть, и где атмосферы нету, это тоже есть пространство. Это все есть пространство. Размер, то есть объем, который находится между ядром, я говорил, и электроном, это тоже есть пространство. Это микромир, везде есть пространство. И между галактиками тоже есть, оказывается, пространство. Везде, абсолютно. И главное, она все время расширяется, расширяется. Вот. Это американский физик, астрофизик Хаббл, вот телескоп Хаббла слышали, наверное, да? Вот, оказывается, это явление открыл. Вот. Изучил, он исследовал Вселенную, вот нашу галактику в первую очередь, конечно, с помощью телескопа. Телескопы есть разные, оптические, радиотелескопы есть на разных диапазонах, телескопы, которые фиксируют гамма-излучение, радиоизлучение, ультрафиолетовые излучения. То есть ученые, мир настолько далеко пошел, настолько создали вот такое оборудование удивительное и изучает вот нашу галактику, вообще Вселенную. И там находят вот интересные вещи. Действительно, современные ученые с помощью современных наблюдательных инструментов подтвердили теорию Хаббла, что Вселенная расширяется. Это, на эту тему можно говорить и говорить много. Ну, в чем заключается суть? Мы знаем точно, если, скажем, вот руки стоят рядом, вот если я начинаю двигать, она расширяется. Вот, расширяется равномерно, да, скорость постоянно. А наша Вселенная, оказывается, с ускорением расширяется. С ускорением это опять-таки означает, что скорость все время увеличивается. Вот галактики, значит, отдаляются друг от друга и отдаляются с ускорением, оказывается. А что это, каким образом ученые это доказали? А доказали очень просто. Оказывается, вот пример, когда мы стоим у дороги, обращали внимание, когда автомобиль едет к нам, и автомобиль отдаляется от нас. Звук, разница в звуке есть, нет? Когда приближается, звук какой? Ниже. Если звук ниже, это получается, означает, что частота низкая. Также вот такой грубый звук, да? А когда отдаляется машина, уже звук, частота звука увеличивается. Вот тоже это так называемые ученые физики говорят красные расширения в область инфракрасных волн. Это вот термин физики уже. Есть инфракрасные волны, есть ультрафиолетовые волны. Оказывается, частота инфракрасных волн ниже, чем ультрафиолетовых. Оказывается, когда объекты отдаляются с ускорением, то вот эта вот волна, оттуда же идет свет с тех планет, которые отдаляются от нас с ускорением. От них идет свет. Когда свет к нам идет, когда аппараты ученых фиксируют, при отдалении звука она, оказывается, удлиняется. Удлиняется. Длина волны увеличивается, и получается, она становится инфракрасным. Вот. Вот таким образом определили, что отдаляется, что приближается, определить, оказывается, можно. Вот. Таким образом определили, что наша
те объекты, которые находятся далеко, от них получают информацию, они, оказывается, отдаляются и с ускорением отдаляются. И расширяется, и волна растягивается, оказывается. Конец существования Вселенной и большой хлопок. Менә моны ишеткәнегез бардыр инде, конец ахыр заман дигән нәрсә бар бит инде. Ислам динендә, Коръәндә язылган. Без аны ахыр заман дибез. Конец апокалипсис дип әйтәләр. Төрлечә әйтәләр бит инде аны. Менә монда галимнәр әйтүе буенча һәм Коръәндә ничек. Менә башта иң беренче без Коръәнне ничек язылган укып китим әле. Бу безнең 21-нче сүрә һәм 104-нче аят. 21-нче сүрәнең 104-нче аятында пророки дигәнендә язылган. Бер шул аятта һәм Толпи дигән сүрәнең 39-нчы сүрәнең 67-нче аятында да искә алынган икән. Шул ук нәрсә. Беренче карыйбыз пророки, пәйгамбәрләр сүрәсен. В тот день, когда свернем мы небо, как сворачивают цветок книги. Бу тргек. Свиток. Тргек. Книги. Мы вновь вернем ее в то положение, что было, когда произвели мы ее начальное творение. Это обет нас от нас. Это обет от нас. То есть Аллах Тәгаләдән. Бу хикмет Аллах Тәгаләдән инде. Поистине мы выполняем его. Чынлап та без ул нәрсәне тормышка ашырачакбыз. Ул һичшиксез булачак дигәнне аңлата инде. Ахыр заман һичшиксез булачак дигәнне аңлата инде. Вот. Менә башка икенче Толпи дигән сүрәдә, сүрә 39-нчы сүрәнең 67-нче аятында язылган. Они не воздали Аллаху должной хвалы, но в судный день вся земля станет горестью в его деснице, и свернет десница его свиток, тргек, небес перечесть он и превыше того, что придает в равное ему. Вот. Менә монда әйтелгәннәр буенча ахыр заман була дип әйтелгән бит инде. Моны аңларга була инде. Ислам галимнәре аңлаткан, алар күп өйрәнгәннәр, тикшергәннәр, гарәп телен белә торган галимнәр бит инде алар. Һәрбер гарәп сүзенең мәгънәсен аңлый торган галимнәр бит инде алар. Сүзнең мәгънәсен аңламасаң, аны аңлатып булмый бит инде. Шулай булгач, моны аңлаган кешеләр шулай итеп аңлатып биргәннәр. Вот менә шуның буенча килеп чыга, ахыр заман була. Менә кәгазьне тиргән кебек без аны тирәбез, һәм ул бик бәләкәй кечкенә генә бер шүп кисәгенә әйләнеп калачак дип язылган. Галимнәр әйтүе буенча нәрсә барлыкка килә икән. Менә әле генә әйтеп киттем бит, гравитацион тәэсир итү, гравитацион взаимодействие. Я вот говорил, что есть гравитационное взаимодействие. Вот по утверждению ученых, вот современных, они говорят, что оказывается Вселенная будет расширяться, и настанет. Вот еще одни вещи я должен сказать. Кроме, вот тоже интересная вещь открыли, кроме той материи, вот это есть материя, воздух, все это есть материя. Кроме
тех материальных, которые мы видим, ощущаем. Кроме этого, оказывается, в нашей Вселенной есть, оказывается, называемые черные энергии и черные материи. Почему их назвали черной энергией и черной материей? Это не из-за того, что они имеют темный черный свет, из-за того, что люди не могут их увидеть. Просто-напросто никакие приборы, которые есть, они не могут их определить, не смогут увидеть. Поэтому, если мы не можем увидеть их, значит, их нету для нас. А для Всевышнего это есть. Оказывается, при создании Вселенной, кроме вот этой материи, которую мы ощущаем, которая есть, которой наполнена наша Вселенная, кроме этого есть другие. А вот наша эта материя, которую мы видим, она составляет всего 5%, оказывается, от всего. Представляется, от всей массы той материи, которая есть в нашей Вселенной. Это вполне серьезно, об этом ученые говорят. Вот оказывается, где-то 70% всего составляет темные материи. Это та материя, неизвестные материи. А 25% составляет энергии, черные энергии. Вот. Есть так называемый в атомной физике дефект массы. При радиоактивном распаде выделяется энергия из-за наличия дефекта массы. Часть массы атома переходит в энергию, оказывается. Оказывается, материя, вот эта вот масса материи, она может исчезнуть, превратиться в энергию, и она из энергии может превратиться в материю. Это тоже вполне серьезно говорят ученые. Вот. Сейчас, если говорить об этой, поняли, да, весь масштаб, что это за черная материя, что это за черные энергии, что 5% оказывается всего то, что мы видим, всего то, что нас окружает. Оказывается, когда Вселенная расширяется, оказывается, доходит до такой точки, что ускорение заканчивается, а ускорение когда возникает? Если мы любой объект не будем прикладывать силу, то она не будет двигаться. Если я прикладываю силу, объект двигается. Если я не прикладываю, она не двигается. Если силы нет движения. Также, оказывается, когда Вселенная, это ученые говорят, когда Вселенная расширяется, силы, которые действовали, они иссякают, и потом именно расширяющие силы. И потом начинает возникать силы, которые их начинают сжимать, притягивать друг друга. Это гравитационные силы. Вот ученые тоже вполне серьезно говорят, что есть силы, через миллиарды, сколько-то там лет еще это будет, и в конце концов вся та материя, которая разлетелась на огромное расстояние, она якобы начнет потихоньку собираться. И это и математически, и экспериментально, это, в общем-то, экспериментаторы пришли к единому мнению. Ну, стопроцентной единости нет, конечно, есть разногласия, есть различные теории. Но в целом ученые говорят, что в конце концов она будет сжиматься. Сжиматься будет, вот мы говорим же, центр нашей галактики. Это черная дыра. Слышали, наверное, да? Черная дыра что из себя представляет? Оказывается, настолько там концентрирована масса, и где масса огромная, там огромная сила гравитации. И оказывается, там силы настолько большие, что оттуда фотон, скорость которого 300 тысяч километров в секунду, не может вырваться оттуда. Вот. Вот силы, это есть такие силы,
И когда уже Вселенная будут действовать такие огромные силы, оказывается, что все начнет сжиматься. Уже все те галактики, их миллиарды. И в каждой галактике миллиарды планетарных солнечных систем, планет типа нашего Солнца. И огромное количество планет, которые вращаются вокруг этих Солнц. И представляете, вся эта масса начнет сжиматься. И в конце концов останется. Оказывается, когда все это будет сжиматься, вначале скорость будет маленький, говорят, потом скорость увеличивается. И помните, я говорил, что когда автомобиль двигается к нам, и когда автомобиль отдаляется от нас, звуки разные. Когда будет пространство сжиматься с огромной скоростью, вот ахыр заман алдыннан Коръәндә мин вәгазьләрдә ишеткәнем бар инде, ахыр заман алдыннан кайсы фәрештәле, Газраил фәрештәме, сур мөгезенә эрегә тиеш, менә анысын төзәтегез инде. Исрафил фәрештә. Сур мөгезенә эргәч, бик каты тавыш чыгар дип әйтәләр инде, име? Ул тавышка түзә торган түгел, шундый бик тавыш дип әйтәләр. Менә галимнәр әйтүе буенча ул нинди тавыш? Менә шушы частота шул кадәр югары була икән. Менә анда галимнең нинди генә ноктасында булсак та тере җан ияләре, ул тавышка түзә торган булмый икән. Бик югары частотадагы тавыш, аның энергиясе шул кадәр зур була икән, аның энергиясе түзә торган түгел. Менә шундый тавыш. Менә Коръәндә ничек язылган, аны ничек аңлатканнар, һәм галимнәр аңлатыла. Менә тәңгәллек бар бит инде. Тәңгәллек бар туры килә. Менә бу мәсьәлә буенча шушы килеп чыкты инде. Аннан соң тагын бер мәсьәлә, безнең вакыт бармы әле? Сорауларга да калдырырга. Вот. Сотворение из горячего дыма. Ну, Аллаһ Тәгалә бер көндә генә ясамаган бит инде. Адәм балаларында ул һәр көнне күпмедер вакыт эчендә тәртип белән һәр нәрсәне үз вакытында җиренә җиткереп, бөтен нәрсәне эшләп барган. Менә галәмдә дә гармония бар, һәм Аллаһ Тәгалә дә менә шул гармония булсын өчен тәртип белән эшләгән дип әйтелгән бит инде, име? Менә сотворение из горячего дыма. Вот. Менә монда язылган. Бу безнең 41-нче сүрә, разъяснены дигән сүрә. 41-нче аяты, 11-нче аятлар. Монда язылган: «И устроил он на ней, на земле, вот, горы несотрясаемые, сотворил благо на ней, и 4 дня распределил на ней ее пропитание ровно для всех просящих по нужде. Потом он утвердил создание неба, которое было пеленой из дыма». Пеленой из дыма. Так он повелел ему и земле прийти добром или неволей. И сказали они: мы пришли в добром послушании. Бу аятта әйтелгәннәр буенча сотворение из горячего дыма. Галимнәр әйтүе буенча
Вот ученые утверждают, что после большого взрыва это был сгусток энергии. Оказывается, в момент времени 10 минус 40 степени секунд, вот за это время образовался первый атом, говорят. Это был атом водород. Вот. Потом начал образоваться гелий и другие уже элементы. Вот вначале это было все рассеяно, все пространство было заполнено газом и пылью. А пыль – это частички, тонкие маленькие частички, это твердых тел. Частички каким образом образуются? Образуются, опять-таки, оказывается, они притягиваются. Вот я же говорил, гравитационные взаимодействия. Вот открыли ученые. Под действием гравитационного взаимодействия каждая молекула, оказывается, начинает притягиваться друг к другу. Каждая пылинка начинает притягиваться друг к другу. Вследствие этого образуется пылевое облако. Она все время концентрируется, собирается, потом начинает сжиматься. После того, как огромное облако, огромные массы сжимаются, и появляются планеты типа Солнца. Под большим давлением, оказывается, водороды, атомы друг к другу входят, при этом происходит выделение энергии и образование новых элементов. Так называемый фотосинтез. Серьезно утверждают и говорят, что вот наша вся то, что есть галактика, все планеты в нашей галактике образовались вот таким образом. Вот это тоже подтверждено, оказывается, в Коране. И я говорил, что на Солнце, оказывается, образуется железо. Вот. Самый последний элемент вследствие термоядерного синтеза образуется, оказывается, железо. И вот есть по этому поводу у нас есть железо на нашей планете, да, мы им пользуемся. Из железа мы делаем машины различные, то есть все то, что необходимо для того, чтобы люди пахали землю, работали, ездили на автомобилях. Много что делается из железа, оказывается. Но из железа можно сделать нож. С этим ножом можно убить человека. Можно сделать доброе дело, можно сделать хорошее дело. Вот. Об этом тоже вот сказано. Так. Вот. Великая тайна, сокрытая в железо. Это называется сура железа, Тимр сүрәсе, 57-ші сүрә. 57-ші сүрәнең 25-ші аятында менә шушындай сүзләр язылган. Мы не извели вам и железо, в котором сильное зло и многое польза для людей. Не извели. Ислам галимнәре менә шушы аятта язылган сүзләрне җентекләп тикшереп шундый фикергә килгәннәр. Не извели каян да булса китерелгән җирнең үзендә барлыкка килгән металл түгел, күктән төшкән, каяндыр китерелгән дигәнне аңлаткан. Ул чынлап та, менә әле генә әйтеп киттем бит, аны физиклар, дөнья галимнәре буенча менә йолдызларда, ерактагы йолдызлар, алар ерактагы кояшлар дип әйтәләр бит инде, яме. Менә шул йолдызларда барлыкка килә икән металл, тимер. Тимер шундый йолдызларда барлыкка килә икән. Тимер янмый, яну дигән сүз җылылык булып чыгармый дигәнне аңлата инде.
Безнең углерод яна бит инде, утын яна. Утын углеродтан тора. Тимерне без яндыра алмыйбыз бит инде. Менә шырпы белән элдерсәк, ул янмый бит инде. Тимергә кадәрге булган химик элементлар барсы да шушындый кояшларда яналар икән. Яну нинди мәгънәдә? Алар синтезга кереп, атомнарның ядролары берләшеп, өстәмә тагын энергия бүленеп чыгып, шул энергия менә безгә яктылык, җылылык формасында безгә килә инде кояштан. Шул бүленеп чыгып, иң ахыргы химик элемент Менделеев таблицасында тимер кала, тимер янмый икән. Тимер синтезга, термоядерный синтезга кереп, аннан да югары торган химик элементлар, атомнар барлыкка килми. Шулай булгач, менә шундый планеталар, йылдызлар дип әйтик инде. Аларның туу вакытлары бар икән, һәм үлү вакытлары бар. Галәмдә барлык Аллаһ Тәгаләдән башка барлык нәрсәнең дә бар туу вакыты һәм үлү вакыты. Үлү дип әйтәбез инде, ул үзенең формасын жуя. Планеталарда, галактикаларда нәкъ шулай икән. Алар нишлиләр? Менә шул барлык топливосын дип әйтик инде, барлык башка химик элементлар синтезга кереп, энергия бүлеп чыгарганнан соң, бу планеталар шартлыйлар. Кайберләре сүнәләр һәм белый карлик дип әйтәләр. Физиклар, астрономнар термин инде бу. Алар белый карликка югары температурадагы тимер ядролы булган, тимердән торган шундый планетага әйләнәләр икән. Кайберләре шартлый. Шартлау нинди мәгънәдә ул? Таралу мәгънәсендә. Андагы булган барлык химик элемент нишли икән? Шартлагач бәләкәй кисәкчекләргә әйләнеп, тузанга әйләнеп, безнең галәмгә тарала инде.